Сегодняшняя наша тема – это паркур. В нем очень важно быстро и эффектно преодолевать препятствия в городской среде и не только. Об этом нам более подробно расскажет тренер Иван со своим напарником. Меня зовут Иван, мне 31 год, занимаюсь паркуром с 13 лет, где-то примерно, около 18 лет. Я тренер, мы обучаем паркуру, фрирану, акробатику, учим людей, как правильно падать, приземляться, вот основы такие. Паркуром я занимаюсь более 18 лет. Я был очень такой подвижный ребенок, я не знаю, я все пробовал, то, что видел, все повторял, мне идеально получалось. А в паркуре просто больше свободы, как сказать, типа карта больше, вот как в играх есть, играют, чем больше карты, тем интереснее. Типа в паркуре больше доступа ко всему. То есть после паркура ролики, велик, любая штука, вы очень просто это осваиваете. То есть в 3 секунды вы приспосабливаетесь. Когда ты знаешь свое тело, как оно работает, все конечности, все, что за что отвечает, как надо повернуться, как-то проще становится жить, я пошел в паркур. Паркур – это свободное падение, фриран точнее, если так сказать, например. Почему мы учим людей падать правильно, приземляться, чтобы не травмироваться? То есть паркур, если вы выпрыгнули, это же уже свободное падение, правильно? Человек обычно, он просто летит и старается на ноги прилететь, а мы еще крутимся вверху, какие-то сальто, что-то делаем. То есть мы себя в падении в свободном чувствуем прекрасно, потому что, владеем своим телом. Паркур – это субкультура такая. Суть паркура вообще в том, что преодолеть препятствия на скорость, то есть движение на скорость. Есть 4 основные правила паркура – это безопасность, эффективность, простота и скорость. То есть с точки А в точку Б пробежать, а фриран – это акробатика с элементами паркура, то есть используя те же самые споты, только добавляя сальто, разные передвижения. То есть фриран – это больше как шоу идет. Но они сейчас все совместно, это как фристайл сейчас называется. В паркуре нет соревнований, состязаний, такого нет вообще. Фриран создали для того, чтобы это как показать людям, что такое паркур. То есть сальто эффектные, что такие прыжки, свисты там опасные, люди любят посмотреть. И они потом втягиваются, и когда им уже рассказываешь про паркур, они, вон оно как оказывается, там просто оказывается, надо с одной точки в другую добраться. То есть легко и просто, фриран такой подводящий к паркуру нынче стал. Есть всякие сейчас мировые соревнования, у нас есть цель, чтобы попасть сюда. Многие думают, что это опасно. Это очень опасно, якобы ты шею свернуть, что-то еще. Хотя они просто не понимают то, что мы реально обучаем человека, как правильно приземляться, чтобы не было травм. Именно задача эта идет. Большинство страх преодолевает, свои победы. Даже маленький шажочек с чего-то уже он стоял, боялся, трясся, шаг сделал, он счастливый, он страх свой победил. То есть побеждать себя, мыслить разносторонне, вот так. Ребят, дышим носом, не болтаем, не балуемся, не отвлекаемся, не торопимся. Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь паркуром уже более 10 лет. Тренером стал только последние полгода. Для меня паркур – это мое любимое занятие, как я понял, не так давно. Я хочу как можно жить этим. Я могу проявить себя и узнать, на что я способен вообще.
особые дети, так сказать, вот, например, как Аарон, тоже могут заниматься вполне, просто если мы их не считаем больными никак. Они на уровне фигачат, можете сами это видеть просто-напросто. Так что смело. Ап, ап, отработано. Аарон, нормально все? Счастливый, как никто. Нет границ, есть лишь препятствия, и каждое препятствие можно преодолеть. То есть тут не только телом, да, работаешь, больше еще и мозгом. Человек разносторонне начинает развиваться, я не знаю. А человек, который занимается паркуром, влюблен в него конкретно, вот, он уже мыслит по-другому. Вы смотрите на это по-своему, мы по-своему смотрим просто на мир. Искусство паркура требует ловкости, силы и точности в координации. Если вы обладаете всеми этими качествами, то обязательно попробуйте себя в паркуре.